сегодня мы можем уверенно сказать, что достойно выстояли, выполнили и перевыполнили все свои планы. Этих приоритетных планов, как доложил Ильсур Метшин, в 2020-м было 20. К своему отчету городоначальник впервые подошел с онлайн-ноу-хау. Параллельно с выступлением в Казгордуме в интернете появились видеоролики об итогах года. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и мы ищем новые формы. Несмотря на трудный год, сделать удалось немало. Так столица приросла новыми спортсооружениями, дворцами культуры, дворами и дорогами. Экономика Казани, несмотря на пандемию, к концу года вышла в плюс. Поступление доходов стабилизировал к концу 4-го квартала, который был исполнен с ростом на 20%. В целом исполнение по доходам в 2020 году составило 29 миллиардов 51 миллионов рублей. При этом в городе остается ряд проблем. Как они будут решаться, интересовались депутаты. Например, растущий пассажиропоток на въездах в Казань, особенно со стороны пестрецов. Если мы раньше Горьковское шоссе, Мамадышский тракт стоял в пробках в выходные, то сегодня мы можем видеть эти пробки даже в будни. Мы не могли регулировать строительство вокруг нас. И в том же направлении, допустим, Куюки, наши планы по строительству должны быть вместе обсуждаться. Для этого создана казанская агломерация, и мы активно работу ведем, но, к сожалению, по некоторым вопросам бьем по хвостам, не работаем на опережение. Как отметил Рустам Миниханов, чтобы решить эту проблему, нужно развивать сами пригороды. Люди едут в город на работу. Если бы мы создали вот эти площадки на въезде в город, да, в город будут ездить, но не каждый день. Значит, у нас должна быть социальная инфраструктура, у нас должны быть возможности получить работу. В самой же Казани нужно уже всерьез заняться работой общественного транспорта. Техника горит на ходу, и поступают жалобы на поведение персонала. Это значит и подбор кадров, и технические состояния должно быть под нашим контролем. Общественный транспорт, он с каждым годом будет более востребован. Как в целом следует из выступления президента, он в курсе всех самых острых городских проблем. Так нужно обратить внимание на серый рынок труда, больше следует заниматься работой с молодежью. Проблемной также неожиданно стала демография. Вот Казань, она всегда славилась позитивной демографией. Что-то вы это. В этом году минус 750 человек у вас. Вы для себя тоже должны проанализировать. Большой блок поручений президента получила казанская сфера ЖКХ. Нужно больше вкладывать средств в обновление сетей, чтобы не было аварий и не росли суммы в платежках. Так же, как показала эта зима, лучшего внимания и финансирования требует все, что касается вывоза снега с улиц. Принято решение, будем покупать технику, значительную часть мы определили для города. Эта тема очень серьезная, мы ее будем совместно решать. Какие... Да. От депутатов Казгордумы президент также ждет большей активности. Нужно не только аплодировать и задавать вопросы, но и самим решать проблемы горожан. Я бы хотел обратиться к депутатам. Ваша задача или наша задача не только на выборах рассказать, какие мы хорошие, а дальше, значит, работать со своими избирателями, слышать, продвигать. Но не только вы пришли, значит, Метшину там какие-то поручения дали. Как нам рассказали депутаты, они уже готовы активизироваться. Конечно же, это работа с избирателями. Много вопросов связано, конечно же, с проблемой ЖКХ. Вопросы разъяснения необходимости вакцинации. Это вопросы ЖКХ, тарифов, это вопросы инфраструктуры, дорог. Мы также по ним работаем, и я думаю, что продолжим активнее. Мне хотелось бы поддержать родителей, чтобы они вовремя знали, как подсказать своему ребенку в пубертатный период, да, пережить какие-то там его горести, какие-то неудачи. По итогам сессии у Казани есть потенциал справиться с проблемами. Перед столицей стоят большие задачи. Главный город Татарстан не только традиционно формирует треть ВВП, но и служит визитной карточкой республики, принимая крупные мировые форумы. Дмитрий Ирин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.